Перспектива развития дорожного движения по Старице как населенного пункта, расположенного на трассе. Еще в 1985 году возникла необходимость и уже приступили к реализации о том, что через Старицу гонять большегрузный транспорт нельзя, поскольку это исторический город и выделяющиеся выхлопные газы, особенно дизелей, приводят к разрушению уникального на всю страну Успенского монастыря. И началось проектирование объездной дороги со строительством моста для сохранения этого памятника вот в районе, где сейчас вырабатывается карьер этого дела. Есть ли сегодня какие-нибудь перспективы по улучшению? Внутридворовые территории, о них никто не говорит, там пройти невозможно, потому что нынешними дорогами, вот где делали заботиться о транспорте, мы полностью забыли людей-пешеходов. У нас выйти женщине в туфлях куда-либо из домов нельзя. У нас все дороги сделаны на 23 тонны нагрузки. Зачем гоняются эти мощные тралы по городу и улицам нашим, и по всем дорогам? Если проектная организация выигрывает конкурс какой-то, она действует строго в рамках того конкурса и в рамках того технического задания, которое на этом конкурсе разыгрывалось. Не задача проектной организации координировать с другой проектной организацией какие-то вопросы. Есть заказчик, который формирует техническое задание. И это входит в функции заказчика. То есть, если у вас где-то какой-то проект с каким-то не состыковывается, вы, как помощник депутата, должны задать вопрос местному отделу, который занимается архитектурному, да, там, я не думаю, что есть такие вещи, чтобы не состыковывали прям очень сильно. Все моменты, которые, допустим, недоработаны, они будут отражаться в новом генеральном плане. Не все сразу делается. Делается по частям. Мы бы хотели весь город благоустроить, но на это финансов не хватает. Вы прекрасно знаете, как проходят конкурсы. Должна изготовиться проектная документация, защититься, пройти экспертизу. И помимо того, что еще очень много даже документации дополнительно нужно выполнить. На это все нужны деньги. С января следующего года все-таки у нас полноценно заработает весовой контроль. На сегодняшний момент, значит, там проблемы по согласованию, потому как мы сами не вправе в одиночку действовать. Обязательно мы должны действовать вкупе с сотрудниками ГИБДД. На сегодняшний день там некая заминка, по-моему, произошла наверху где-то, но я так понимаю, что с Нового года все-таки мы начнем действовать. На сегодняшний день будет уже и запланировано, что будет действовать порядка 6 экипажей по области. Это будут 2 тверских, один будет Ржевский, один Володский, Бежецкой, Кимры. И раз уж поднялся вопрос о благоустройстве дороговых территорий, хотелось бы, чтобы в дальнейшем, если они все-таки будут планироваться, благоустраиваться, были предусмотрены парковочные места для автомобилей. Потому как на сегодняшний день в любой двор мы заходим, автомобили располагаются где угодно и как угодно. Когда мы начинаем этих людей привлекать к административной ответственности, вопрос всегда возникает один. А где я должен поставить свой автомобиль? Естественно, я не могу ему ответить, так как я всего лишь инспектор. Я могу сказать, что я могу привлечь его к административной ответственности за данный вид нарушения. И если уже вы тогда будете какие-то в дальнейшем плановые задания, какие-то проекты осуществлять по строительству дорожной сети в самом городе, опять же, желательно, чтобы были предусмотрены парковочные карманы.